Всем привет, дорогие телезрители! Вы смотрите прямое включение, передача под названием «Летний эфир». Ой, погода сегодня хорошая, ветерочек такой неплохой идет, прямо в лицо бьет. Ну что, дорогие, скоро выходные, а сегодня пятница, суббота и воскресенье, и потом понедельник. Новыми силами. Ну что, у нас опять же, традиционно много-много-много интересных гостей. И первые из них – это наши профессионалы. Итак, хотел бы представить Алексей Еремеев и Михаил Антонов. Привет, ребята. Большое спасибо, что вы пришли. Ну что, дорогие, расскажите, что нас ждет? И я знаю, что у вас отдельный клан, отдельная каста под названием Глитта Промо. Лучшие диджеи в этой команде. Ну да, лучший организатор. И организаторы. Ну вот расскажите, пожалуйста, о своих проектах, которые прошли и будут, и с кем работали, и до сих пор работаете. У нас, короче, получается, мы этим летом привозили двух артистов с Москвы, рэпера как Яникс и диджей The Skulls. Ну, The Skulls — это диджей, который постоянно играет Alpha Future People, это проводится в Нижнем Новгороде. И в прошлом году его треки типа, сделали гимном, да, Alpha Future People. Вот. Ну, один из лучших, который вышел на мировой уровень. Из российских, короче. А все-таки Глитта Промо, правильно я выразился? Что это? Получается, это друзья, во-первых, это семья. То есть Глитта — это первая буква друзей или как? Нет, это Блеск. 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 Вот. Промо — это же все. А сколько человек, в общем, получается у вас? У нас 4, как бы. У нас работает как дизайнер, как ну, все афиши, все вот, видосы, все дизайны делает Федотов Макс. И один из главных организаторов тоже Федотов Эркен, он сейчас в Томске учится и на днях тоже приедет, как бы. А все-таки творчество диджея у нас в Якутии, как вы думаете, на каком уровне? Ну, творчество диджея в Якутске очень на большом уровне, я считаю. И все приезжие диджеи, получается, они удивляются игре. Сами получают опыт. Да нет, просто они удивляются, что Якутск так далеко, и тут ну, такие уровень профессионалы, диджейский, да, диджейский уровень на высоте. Также я знаю, что вас пригласили. Куда? Ну, у нас в планах, получается, сейчас большие города, мегаполисы. В сентябре планируем тусу в Новосибирске большую. То есть вот надо сказать телезрителям, это не землячество, правильно? Нет, для это своих, землячество. а для Новосибирска, получается. Да. Все приходят на эту тусу. Ну да. Мы еще проводили тусовки в Питере, в клубе Грибоедова, модный клуб Грибоедова, и там тоже вот, ну, нам были рады, как бы. Некоторые уже знали про нашу промо-группу, вот, здоровались, типа, вы приехали, вот, привет, пока. Типа. Ну, были рады, как бы. Ну и все-таки аудитория. Сравнить, если, например, питерские, других городов и наших. Ну, аудитория, получается, в Питере и в других городах, они больше и быстрее схватывают музыку, которую ты играешь со временем. А в Якутске приходит ну, со временем. Ну, не так долго, как в других городах, например, а чуть быстрее. Ну, почти на одном уровне. А как все начиналось, ребят? У нас Сколько лет вы вместе? У нас за 2 года, да? Да, считается. Да, 2 года. Мы еще до этого вот были знакомы, пацаны все. Ну, некоторые вот, ну, как некоторые молодые ребята, мы любили гулять, типа, тусоваться с ребятами. И мы подумали, вот сидели, зачем тратить деньги, как бы. Мы гуляем постоянно, типа, зачем тратить деньги? Давай, типа, лучше мы заработаем на этом. То есть? Сделаем тусовку. Приятное с полезным. Ну да, типа, чтобы мы заработали и плюс отдохнули. И мы сделали первую тусовку в БАО. И там мы рассчитывали сколько там? 150, не знаю, 150-200 человек. А там пришло примерно 600-700 примерно. Ай-яй-яй-яй. Ну, удивились, там всем понравилось. Программа тоже понравилась, и диджеи тоже. Ну и все-таки, наверное, большинство людей, которые приходят на различные тусы, да, пати, они же все равно приходят к вам. Они спрашивают, кто диджей? Ведь так? Все же зависит от диджея. Все ждут Ашими, как бы. Нет, большинство, да. Типа большинство приходят, а когда Ашими играет? Когда Ашими играет? Ну, скоро придем, ага, вот. 2 часа, типа, да. Обычно так бывает. А Ашими — это наш вот Михаил, да? Псевдоним. А почему Ашими? Ашими — это очень интересная, получается, история. Ну, как интересная. У меня есть друг, его зовут Стас Ноев,
его очень хорошо все знают. Да, и в Ютубе он Да, очень, имеет свой блог. да. И как-то получилось так, что он назвал меня Ашими, и так и осталось. Я сам даже, ну, Ты не спрашивал, почему он так назвал тебя? я спрашивал, но всегда он убегает от ответа. И когда он посмотрит в Ютубе, он, наверное, все-таки тебе ответит. Да. Почему именно назвал. Ну и хотелось бы спросить, давайте, даже не спросить, давайте мы покажем телезрителям то, что вы мне дали до эфира ролик на 2 минуты 15 секунд и покажем. Хорошо? А Давай. после поговорим. Смотрим. По идее, дальше идет. Ну вот, мы посмотрели коротко ролик. Да, нам сделали такую БЗшку, получается, для нас. И вот расскажите, пожалуйста, что мы сейчас увидели и вот сейчас видим. Это получается то, что мы делали за прошедшие сезоны тусовок, получается. Очень много народу, обязательно привозной диджей, мощный, мощная энергетика и позитив, отдых, культура. Это у нас в Якутске. Это в Якутске все. Но так не скажут. Ну да. И вот все-таки люди думают, ну, например, диджей это человек какой-то извне. С ним не поговорить, он там где-то отдельно стоит, там, к нему не подойти и сказать, например, как обычно на корпоративных мероприятиях подходит и говорит, поставь, вот, пожалуйста, Магадан. и так далее. Нет, это в любом случае всегда случается. Есть такие люди, которые всегда приходят и просят поставить, ну, тот трек, Короче, у меня который ты день не хочешь рождения играть. сегодня, да. Да. Включите вот это, пожалуйста. А там туса, все, там Да. большинство людей все танцуют. А он говорит, поменяйте музыку. И что вы отвечаете? А, Это большая проблема. да, ну я отвечаю всегда, ну, чувак, отдыхай, пожалуйста. Не мешай, да? Да, не мешай, А пожалуйста. какие сложности, плюсы и минусы вашей профессии? Минусы это, во-первых, то, что все проводится ночью. А плюсы это то, что ты не работаешь, это получается то, что ты любишь. Ты ни дня не работаешь, когда ты когда ты становишься диджеем. То есть, получается, Это до так. утра. До утра вы работаете. До Да. 5, до 4, до 6 иногда бывает. Обычно Потом до 8. До 8. Потом приезжаете домой, там, невозможно же уснуть сразу. Да, и через 3 часа начинаются звонки, где что, как сделать, куда отвезти, кого привезти. А как вам пришла идея организовать? Все-таки сложно же организовывать. Я сам не понаслышке знаю. Ну, если у тебя команда и друзья вот надежные, это легко вообще. Но главное, хорошие команды, хорошие друзья, которые понимают. Выбирать хороших ребят, команду это. Ну, тоже друзей не талант. выбираешь, как бы. Они сами все. Нет, а команду имеется в виду диджеев. Вы же выбираете? Нет? Ну, диджеев выбираем, а организаторская команда, нас только 4. Вот, ну, как собрались. вот Можно так озвучить, кто именно? мы вдвоем, с Ашими и Максим? Максим Федотов и И Эркен Эркен. Федотов. Эркен тоже, получается. Эркен. А какие советы вы можете дать новичкам, которые вот посмотрят этот эфир в Ютьюбе и скажут, я тоже хочу заниматься Ну, и выбрать эту Ну, главное не профессию»? усложнять, кайфовать и Быть самим собой во всех делах и уважать все, что делают организаторы, это во-первых. И А высокомерие все-таки бывает? Например, о, я добился вот этого, диджея, крутой. Такого нет у вас, ребят? в Якутске такого я не встречал. Ну и слава богу. Да, И надеюсь, что такого не будет. очень надеемся на это. Ну и в дальнейшем, какие планы еще, ребят? Что вы хотите сделать здесь, в Якутске? Ну, в Мега-супер Якутске тусу. у нас, короче, будет совместка. Супер коллаб, но это пока остается в секрете. Вот, Сюрприз. ждут. Мы скоро, типа, все. И я 22 августа, получается, улетаю в Москву на тусу большую. Пригласили. И пригласил кто? Организатор это Нел, да? Или Ну, получается, его туса, его туса? ну, как А сказать, Нелла мы прекрасно знаем, это хороший рэп-исполнитель.
Он с Якутска еще. Угу. Он с Якутска, как и L1. Мы с его командой тесно работаем. С диджеем Кашиным, с Ромстой, вот, фейк-диджей. Мы с ними совместно вот, много туз сделали, как бы. И они все знают, все видят, слышат, и они типа пригласили Ашима, чтобы сыграл у них на тусе в Москве. 22-го, да? 22-го, по-моему, да. А после 22-го мы уже В начале сентября делаем в Новосибирске. в Новосибирске уже, там уже переедем. Не знаю, не переедем, улетим, там уже подготовимся. Все посмотрим, какие площадки. Когда мы встретились с Мишей, да, когда мы организовывали мероприятие одно, я не буду говорить какое, Мгм. а ты сказал, что в Новосибирске это вообще центр, вот центр. Да. Почему так решил и почему так? Ну, вот, я считаю, Новосибирск, он такой, ну, прогрессивный город. И в то же время он не такой большой, как Москва. И в то же время он такой же большой, как Москва. Я не знаю, как объяснить, он быстро развивается. И народ добрый. Ну, народу там в 2 раза больше. Ну, в Якутске Да. самое трудное, что это типа площадку найти. Мгм. Ну, у А нас там таких проблем нет. Площадка. Там, ну, более, так сказать, более открытые, а у нас типа все чуть-чуть консервативные. И насчет, ну, слушает, что тусовка, уже все. Вот слово туз Да, уже да, уже они воспринимают закрываются как уже. по-другому. Да, они же закрываются. У нас самая большая проблема это площадку найти. Вот такая. А в свободное время, ребята, чем занимаетесь? ну, мы часто ездим на природу, отдыхаем с друзьями, с той же командой, семьей, получается. И, как сказать, мечтаем, планируем и как-то все это реализовываем. Но все равно связано с тусами. А что интересует, кроме музыки? Алексей что-то говорил про Мишу. Конечно же, это девушки по-любому. Ну так же, так, ребята. Ну, некоторых. Музыка и девушки. Ну, Ладно, так у скажем. Это некоторых везде, везде. так, везде. Ну что, ребята, большое спасибо, что вы пришли к нам. Мы ждем тусы. Приглашайте, мы обязательно придем, потанцуем, вспомним юность, подрыгаемся. И, конечно, Шиме и Алексею, ваше творчество, ну, знак уважения, потому что сложности есть свои определенные. Ну что, ребята, удачи вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, дорогие телезрители, никуда не уходим, после рекламы встретимся, и мы увидим чемпионку мира по кикбоксингу. Не уходите никуда. Всем привет еще раз. Вы смотрите прямое включение. Передача называется «Летний эфир». Ну что, я сказал до рекламы. К нам придет следующий гость. Это Ксения Пак, чемпионка мира по кикбоксингу. Ну что, Ксения, здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, о себе коротко нашим телезрителям. Я знаю, что вы единственная чемпионка мира по кикбоксингу Да. среди девушек, получается. Год, если я не ошибаюсь, 2006. Да, в 2006 году. Ну, в семье я единственный ребенок, и папа у нас хотел мальчика. Папа хотел мальчика. Да, а родилась я. Он приехал с синей лентой, с синим конвертом, но, в общем, появилась я. И с детства я была такой мальчуганкой, гиперактивным ребенком, поэтому... Сорви голова. Да, сорви голова. Девочка-мальчуган. И папа решил меня направить в правильное русло и решил отдать в спорт, потому что он сам по молодости тоже занимался спортом, но не кикбоксингом, а вольной борьбой. На вольную борьбу мне сказали, зачем девочку уродовать, ломать ей уши, это будет некрасиво. В тэквондо на тот момент секции поблизости не было в Элейботере, и решили меня отдать в кикбоксинг. На тот момент там был замечательный тренер Алексеев Андрей Васильевич. Вот меня отец туда привел, но поначалу я очень не любила этот вид спорта. Я знаю, что вы убегали. Да, я сбегала с тренировок, я плакала, мне не нравилось. Нас заставляли бегать и развивали нам физику, функционалку. Но потом в дальнейшем я втянулась туда. Тренер нашел нужные слова, и родители меня подбадривали постоянно. Ну и в дальнейшем я уже
конкретно начала этим видом спорта заниматься. Я знаю, что у вас было 4 тренера. Да, у меня были 4 замечательных тренера. Алексеев Андрей Васильевич, это вот мой первый тренер, он меня научил вот все азы начальные. Потом у нас был тренер Охлопков Сергей Владимирович, он и по сей день тренирует. На тот момент был тогда главным тренером республики по кикбоксингу Егоров Сергей Владимирович. Вот он больше научил тактике боя, хитростям боя, потому что он нас больше возил, он с нами как бы уже больше тренировал. И на тот момент был директором Федерации кикбоксинга Савинов Руслан Дмитриевич. И непосредственно он тоже принимал участие в моих тренировках, также учил. Но он больше был тренером-наставником, он постоянно меня больше подбадривал словесно там, в таком плане. Ну а также все-таки, получается, вы временно приостановили свою спортивную карьеру. Да, в 2008 году я последний раз ездила на Россию, но я выиграла, стала чемпионом России, но по финансовым трудностям, потому что на тот момент мы раньше сами искали себе спонсоров, чтобы поехать на соревнования. И как бы я не смогла найти, ну и не смогла поехать. Также у вас замечательная семья. Да, у меня замечательный муж, у меня сыночка Альберт, ему сейчас 2,7, тоже растет будущий наш чемпион, мы его готовим уже с детства. Он же у нас и может прямые удары сделать, двоечку, на шпагат уже садится. Вот, постоянно занимаемся его, развиваем. А куда хотите вы его отдать, Альберта? Альберта, не в кикбоксинг, это Не точно. смешные единоборства? Смешные, но это уже будет зависеть только от него. Начнем мы хотим сначала, пока он маленький, развить функционалку плавания, а потом уже предпочтение мужа — это боевой самбо. Вот. Как наш великий Да, император как Федор Федор Емельяненко. Емельяненко, да. Вот хотим. Ну, это, конечно, планы наши, все зависит от ребенка, что потом он в дальнейшем вдруг скажет: не хочу вообще ничем заниматься, буду танцором. Но это его право. Это его право, да. Ну, будем ему направлять его в то русло, чтобы именно шел дальше по спорту, и именно чтобы он был мужчиной, потому что кикбоксинг, вообще такие виды спорта, они более развивают мужественность, силу духа. Вот именно такие виды спорта, как бокс, кикбоксинг, которые связаны с боевым. Это мужчине Да. необходимо. Мужчина, естественно, необходимо. Он же защитник будущий. Он должен будет постоять за свою семью, за нас, в конце концов. Со временем. Со временем, да. Сначала мы его защищаем, а потом он. Также я знаю, что были переломные моменты. Вы не сразу стали, конечно же, чемпионкой мира. Естественно, Вы было. долго шли к этому, Да. вас настраивали. Первый... И как тренера говорили, извините, да, Ксения, говорили, что у вас горит, да, глаза, Да. огненные глаза. Да, вот То есть это... вы можете. Это было. Были, конечно, переломные моменты, особенно когда ты знаешь, что ты победитель, ты отбоксировала, а победу отдают другому человеку. Такое в нашей практике тоже есть, даже и у детей, и не только в каких-то серьезных соревнованиях, но и в обычной России бывает такое, что подсуживают. И тогда, конечно, да, тяжело, и слезы, и обиды, и ты думаешь: а почему я же лучше, а победу отдают. Но всегда в таких моментах мне навстречу... Отец, конечно, да, помогает. естественно, отец, мама, они находили те слова, которые меня подбадривали. Немножко отдыха, и начинаешь с новыми силами идти дальше к своей цели. И большинство людей, да и девушки вот думают: о, нет, я не пойду на кикбоксинг, потому что, не дай бог, еще лицо там повредят, В нашем виде... сломают. Тю-тю-тю. Да, в виде спорта, конечно, без травмы, без синяков не обойтись, но самое главное, всегда нам тренер говорит: если вы не хотите синяков, надо лучше уклоняться. Поэтому постоянно тренировались мы, вот эти уклоны, нырки, чтобы не подставлять лицо, быть быстрее, быть резче соперника, и тогда не будет никаких травм на лице. Без синяков на ногах, конечно, не обходится и по сей день. Даже когда ты держишь лапы, возможность есть того, что человек может ударить сильнее, все равно синяки есть. А насчет лица просто надо быть резче, умнее, потому что в бою надо тоже думать, не то, что вышел и все. Все равно тактика боя, она у всех есть. И чем быстрее ты будешь, чем резче тем
не будет последствий на лице. Ну, а спортивная семья, муж тоже занимается или занимался? Да, муж тоже Боксом? занимался, да, боксом. Он был первым номером раньше в республике по боксу, потом он перешел в кикбоксинг. Тоже у него призовых мест очень много. Он и республику, и Сибирь выигрывал. Ну, в дальнейшем он потом просто не стал заниматься, он перешел в другую отрасль. Ну, у меня так я осталась в спорте. Наверное, вы будете следить за схватками Майвезера и Макгрегора. Естественно, мы ждем этот бой. Конечно, не могу сказать, кто выиграет, потому что оба достойных бойца. Ну, будем ждать, будем болеть за обоих. Ну, а выиграет, как всегда, сильнейший. Ну, это шоу, Да. можно так сразу сказать, как Да. Мэнни Пакьяо, да, и Да. Майвезер получили свои деньги и убежали. Ну да. Ну что, Ксения, я тоже хотел бы сейчас побыть, наверное, Макгрегором, А, да? а вы будете Майвезером. Хорошо? Ну, давайте попробуем. Давайте я буду лапы держать. Так, это мастер-класс от чемпионки мира по кикбоксингу. Так, сейчас я правильно надену лапу. Это вот так, да? Всё, Да. надел. И вторую так надел. Ну и все-таки я знаю, что вы до сих пор занимаетесь кикбоксингом, тренируете, вы фитнес-инструктор. Да, я преподаю в 2 клубах. Преподаю в Сан-Клабе и Да, фит-клуб. мы да. понимаем, можно без Да, рекламы. Да, ну ладно. Ага. Преподаю. Я начала, конечно, это недавно. Кикбоксинг и тайбо. Тайбо. Да. Потому что тайбо, оно мне ближе, это с элементами боевых искусств. Мы также работаем руками, ногами. Техника как бы идет, но все это под музыку, ритмично, красиво для женщин. А если кикбоксинг, да, давайте попробуем удар двоечка. Двоечка. Да, вы Так? держите, нет, руки так, немножко. Угу. Могу лицо подставить? Не, лицо не надо, Хорошо. вам же еще работать на Ну да. эфире. Левой, правой. Раз, два. Чуть-чуть вот тут ближе. Мгм. Можно вот так. Не жалейте. Хорошо. И двоечка. Опа, отлично. Отлично, еще раз. Вот это двоечка. Есть удар, я выступала в кикбоксинге в разделе лоу-кик, Ага, то есть поэтому мне надо... удар идет в область бедра. Так, ой. Да. Так, ну надо как-нибудь, чтобы стол не задел. Мама, все будет хорошо. Все будет хорошо. Есть удар прямой, вот от прямой руки, и сразу же это получается обманный удар. Раз, Мгм. и двоечка. Ого, чувствуется. Раз, и нога. А я еще раз. Раз, и нога. Супер, супер, супер. И есть, Больно, больно, ребята. Но нет, я обманул, не больно. конечно, и есть прямой удар. Лапу надо держать так. Так. Вот. Также его всегда, все удары ног делаются после закрытия руками. Может, я вот так Показываешь, можно так. Показываешь, бьешь двойку. Раз, два. И прямой нога. Ага. Раз, два. И прямой нога. И еще один раз. Ну, давайте еще раз. Раз, два. И нога. Опа. А я знаю, что большинство людей, наверное, путают и тайский, и Да. бокс, и с кикбоксингом. Различие — это локти. Тайский бокс, да. Там бьют локтями. Удар. И удар коленями. Это тайский. Это тайский бокс. А в Кикбоксинг? кикбоксинге это вот стандартный бокс, но только с элементами либо лоу, либо фул. И все. И прямой, да, получается? Да, и прямой удар. Не, ну есть удары и в голову также, есть рубящие удары, есть прямой, есть рубящий, Опа. есть просто удар в голову. И все. Тут единственное, что только нету локтей и коленей, и все. Ну что, браво. Спасибо большое, Ксения, за мастер-класс. Я, наверное, уже не сниму эти лапы. Ну что, Ксения, желаю вам всего самого наилучшего, чтобы... Я знаю, что кикбоксинг развивается полным ходом, Да. но, к сожалению, да? Ну, не скажу, что полным ходом, но уже стало намного лучше, Лучше, чем чем нежели те годы. было, да. Ну, мы надеемся, что будет еще лучше, Ксения. Да. Так что приходите и занимайтесь кикбоксингом, а также тайбо. Записывайтесь. Ксения Пак ждет вас. Всего доброго! До свидания.